Добрый день. Вот 21 декабря в нашем музее открылась выставка «Портрет моего города». Сам проект родился в союзе трех организаций нашего музея, Союза художников Якутии и Центра культуры и современного искусства имени Гагарина. А весь проект взяла под крыло некоммерческая организация СУУС Арт. И весь проект, он реализуется на средства гранта Алмаз-Эрген-банка. Это вот 30 добрых дел банка. И на этой выставке можете увидеть работы таких знаменитых художников наших. Это как Александра Бочкарева, Иннокентьева, Федот Макаров. И есть молодые наши художники, как Мира Аргунова, Василий Камшилин. И сами картины, они посвящены городу Якутску, его зданиям. Это и старым зданиям, и новым. То есть город Якутск глазами художников. Сам проект также еще нацелен на именно юное поколение наших горожан, чтобы они смотрели, как выглядел город и как он сейчас выглядит, чтобы они полюбили свой город, стали патриотами своего города, уважали и чтили его историю, культуру. То есть именно на это нацелен сам проект. Выставка эта передвижная, то есть в нашем музее она стоит до 31 января, а дальше она перейдет в Центр культуры Гагарина. И последний этап это в выставочном зале Союза художников Якутии. И также помимо самой выставки в рамках проекта будут также встречи с художниками, мастер-классы проводить. То есть не просто статично будет выставка стоять, а какие-то мероприятия тоже будут. Дмитрий, а как вы будете работать во время каникул? Во время каникул у нас мы отдыхаем с 31 по 9 включительно. Но можно предварительно, наверное, записаться, если будут группы. Наверное, будем так работать. Но лучше уточнять через Telegram, либо в ВК-страницу музея. Лирическая тема современного героя, оказавшегося на перепутье локализованного северного урбанизма и обширных сельских территорий Якутии, примечательно предстает в картине «Спящая» Антонины Шадриной 2018 года. Картина представляет лаконичный образ-концепт распятости нашего современника между городом и якутской деревней. Тихий, спокойный сон вобрал в себя город, но грезы окутаны плотной материей, хоть и неказистой в архитектурном плане, но масштабной и ослепительно радужной в своей природной первозданности. Сразу видны приоритеты современника, переехавшего из села в современный город. Калейдоскоп этноархаики, православной старины, протестантско-католической претензии и конструктивистского модерна. Удачный в своем решении и лаконичной реализации холст бросается в глаза зрителю и надолго запоминается, неся идейную точность попадания в состояние чувств и сознания. Целый социальный пласт поколения ровесников художника, да и, наверное, представителей старшего поколения, найдет в работе притягательное и знакомое своему мироощущению. Художника можно поздравить за лаконичное и точное попадание в волнующую многих тему. Изображение детского мира, причем старого. Раньше в Якутске детский мир, он находился в дореволюционном здании каменном. Это торговая компания Коковина и Басова. И здесь такая картина есть, очень такая приятная, милая. На ней изображено как раз таки предновогодняя даже, наверное, суета на ней изображена. Народ идет с детьми за покупками, может быть, даже за подарками. И она интересна то, что не все из горожан нынешних, они застали это здание. Они застали уже советский детский мир, который был построен Тарасом Десяткиным. Это там, где сейчас находится МФЦ. Раньше тоже детский мир был большой. Сбоку от здания Якутзолота.
Вот. К сожалению, вот старинное здание не сохранилось. Оно вот до революционной постройки было. А где оно находилось? Она находилась на пересечении проспекта Ленина и Амосова. Это как раз таки вот сейчас это вот перекресток, где вот стоит Газпромбанк и МФЦ, вот это здание. Вот. Также в нашем музее можно встретить и фотографии этого же здания уже. Она есть, только, правда, в недостроенном варианте, но вот оно есть. Вот еще есть интересная картина, это автор Василий Камшилин. Сам он не урожден здесь, в Якутии, он родился на юге России. И учился он тоже не здесь, а сперва у себя на родине, в Краснодарском крае, а потом в Москве. И в его работах сразу видна другая школа, то есть не наша. И изображает он Якутск совсем с другой стороны. Вот у него есть ряд картин, именно деревяшки Якутска, которые вот еще до сих пор стоят, вот эти, некоторые из них 50-х годов, а может даже 40-х, вот эти бараки, которые стояли вот по Жирницкого, на Кальвице, которых сейчас уже, к сожалению, многие сносятся. Вот он успевает их занести в свои работы. Здорово. А потом мы Якутск будем воспринимать именно по их работам. Эстетика есть. Ну, спасибо, Дмитрий.